Мухаммедшин, являюсь руководителем Удмуртской группы Международного общества прав человека. Мои данные зафиксированы в прокуратуре Удмуртской республики со дня 1992 года. Вот у меня все полномочия, можете проверить. Я пришел от нашей организации по вопросу, я сейчас объясню. Кроме того, вы от какой организации пришли? Народно-освободительное движение. Назовите себя полностью. Марданов Фамиль Шай Марданович, национально-освободительное движение, координатор Удмуртской республики. Мы пришли как два лидера от общественных организаций по вопросу приема прокурором Удмуртской республики, поскольку на сегодняшний день, согласно Конституции Российской Федерации, это, видимо, признает прокурор Удмуртской республики, статус человека, согласно Конституции, законодательства не подтвержден. Поэтому прокурор знает об этом и не желает защищать права человека. Мы обращались на прием трижды, чтобы он именно принял сам решение по очень серьезному вопросу, по совершенному преступлениями сотрудникам ГАИ, полиции Сарапульского района города Сарапула, в том числе прокурором города Сарапула, в том числе и судьей Сарапульского городского суда Чупликовой. Но поскольку прокуратура не признается права человека, то мы решили прийти к вам на прием и записаться прокурору Удмуртской республики на личный прием в качестве общественных организаций. И поэтому нас запишите на прием, назначьте время и дату. Мы сейчас апеллируем ответом ее начальника уголовно-судебного управления Мышиной. Она апеллирует к тому, что наше заявление 4 февраля 2019 года разрешено и направлено на разрешение прокурору города Сарапула. Мы с этим не согласны, поскольку мы официально обвиняем прокурора города Сарапула в официальных действиях, бездействиях. Второе. У нас было заявление от 5 февраля 2019 года. Суть заявления. Евдокимов, как подсудимый, вошел в сделку с адвокатами и судьей Чупликовой в целях оставить свою дочь виновной, себя выгородить и на этом случае выгородить весь следственный аппарат Сарапульского района, который занимался, в том числе и прокуроров, которые вели надзор, в том числе и должностных лиц Следственного управления Следственного комитета по Удмуртской республике, в частности, начальника отдела процессуального контроля Дениса Ивановича Иванова. Также начальника следственного отдела по городу Сарапулу Петрова, также и других следователей. Наши обращения в ваш адрес попросту превращены в определенные отписки, созданы какие-то инструкции, и вот это как раз и подтверждает, что прокуратура Удмуртской республики 6 числа декабря месяца не дается ход официальному заявлению о совершенном преступлениями должностными лицами Следственного управления, в том числе и прокурором города Сарапула. Я не считаю это безобразием. Это делается умышленно. Поскольку, вот когда мы 4 числа вам сдавали официальную экспертизу, то уже сарапульский судья Чупликова и председатель суда Осеткин знали, что проведена официальная экспертиза в части того, что вина несостоятельна ни Ангелиной дочерью, ни отцом Евдокимом Эдуардом Станиславовичем Евдокимовым. Что вина по экспертизе должна быть переведена на преступных лиц, которые совершили насилие. И самый главный вопрос, который мы хотели решить у прокурора Удмуртии: кто санкционировал на 17 января
2018 года задержание Ангелины Эдуардовны Евдокимовой и Эдуарда Станиславовича Евдокимова с доставлением их в дежурную часть МВД. За всю свою юридическую практику, официальную правозащитную практику, я встретился первый раз, чтобы сотрудникам ГАИ было поручено без составления административных материалов, хотя Шуткин, кроме Соломатова, который задерживал машину, занимался составлением протоколов о административных правонарушениях водителя задержанного и находящегося там по задержанию. И ведь не просто было задержано, протокол о правонарушении не был составлен, протокол о задержании не был составлен, протокол об отстранении Ангелины Эдуардовны Евдокимовой об отстранении не был составлен. Они непосредственно были доставлены в дежурную часть, к ним было применено лишение свободы, Ангелину лишили на 3 суток, а Евдокимова на сутки. А зачем? Вот этот вопрос следствием не проверено, факты не проверены, оценка не дана. И это должен сейчас сделать прокурор Удмуртии в официальном порядке, дать свои указания, чтобы эти обстоятельства были в уголовно-процессуальном порядке официально установлены. Кто виновен в незаконных действиях против людей, живых людей. Второе, я вам показывал, уважаемый лейтенант юстиции, что по уголовному делу Ангелина Евдокимова была задержана в 1899 году и стала материальной вещью в 1900 году. То есть по суду она не может быть как субъект быть рассмотрена в уголовно-процессуальном порядке. Евдокимов является живым человеком. У него 8 сентября 1918 года было незаконно изъят советский паспорт. Зачем? Почему до сих пор прокурор не смотрит прямую на исполнение закона? Первое. Следователь почему не установил субъекта права в уголовно-процессуальном порядке? Если Евдокимов живой человек, мужчина, он суверен, он бенефициар, то каким образом в отношении его могло быть провести уголовно-процессуальные действия? Где законодательством предусмотрено в Российской Федерации, чтобы живой человек был признан субъектом? Где, по какому праву, по римскому, романо-германскому праву, по которому будто бы действовали следователи, в том числе и действует судья Чуприкова, могло быть применение этого закона в отношении уже вещи мертвого человека по официальным документам следствия. И по морскому праву, соответственно. То есть следователь знал, он действовал не по романо-германскому, римскому праву, а по морскому праву. Морское англосаксонское право. Почему? А почему не действовали по континентальному праву в отношении живого человека? Они же живые люди. Почему следователи не установили личность? Почему не идентифицирована личность? Все вопросы сейчас прокурору Удмуртской республики. Это не брак следствия, уважаемое должностное лицо прокуратуры. Это официальное злоупотребление, прежде всего, прокурора города Сарапула, который вел дознание. В материалах уголовного дела, их всего 5 томов, в обвинительном заключении нету установления статуса человека, нету установления субъекта права. Субъектом права может быть человек, гражданин, может быть иностранный гражданин или гражданин без гражданства. А этих относящихся к праву аргументов
следователем не добыто. Тогда на каком основании было вообще возбуждено уголовное дело? Почему велось уголовное преследование? Почему было обвинительное заключение подписано прокурором города Сарапула? И почему начало уголовное преследование составлять, то есть фабриковать дело судья Чуприкова? Между прочим, я хочу общественности сказать. Мама на татарском языке Чуприкову судью спросила: дочь, ты почему судишь невиновных людей? Она честно, как судья, как татарка, башкирки, мама башкирка у Евдокимова, ответила: мне приказано. Это что такое? Мы можем все это доказать. Поэтому мы по общественной линии еще раз заявляем, мы пресекли 15 февраля 8 часов 59 минут официально пресекли незаконные действия судьи и 2 адвокатов обмануть Евдокимовых и заключить Соломатовым виновников. Олег Алексеевич его зовут, лейтенант полиции. Соглашение на судебный штраф. Ранее, в ноябре и декабре, вот эти действия со стороны неизвестных нам лиц, которые руководят Евдокимовым, пресек, и я пресек, вместе с Януром Хисматуллиным, адвокатом, который по моей просьбе, по нашей организации, не допустил помещения Евдокимова в следственный изолятор. А я знаю, что это. Мы предупредили сразу. Почему мы сразу попросили ведущих адвокатов? Не те, которые просто за деньги работают, а потому что, например, зампрокурора Ленинского района Андрея Расихина, который был увлечен взяткой и 5 лет отсидел в 13-й колонии. Нижний Тагил. За что? Минуточку, не перебивайте. Он был опущен. Вот это же подлежало опущению. И я открыто говорю, я сказал и матери, и брату, и Евдокимову, и Ангелина открыто. Вас туда хотели поместить под угрозой этого. Изнасиловали бы, и они бы подписали вину. То есть сняли бы вину со следователей. Лично начальника следственного управления генерал-лейтенанта юстиции, прокурора Удмуртии за бездействие на сегодняшний день. И судей. А ведь судьи договаривались в ноябре через подставных лиц Евдокимову. Мы не дали, чтобы Ангелина осталась виновной. Но 5 февраля мы незаконные действия обвинили и Евдокимова, и судью, и адвокатов, что они пошли на незаконную сделку. Вот по этой сделке мы получили ответы. Все поручено почему-то прокурору города Сарапула. А перед прокурором республики стоит один вопрос. Снять обвинение из суда. Вот просто снять обвинение. Вы жалобу будете оставлять? У нас жалобы нет, я вот все на общественность вам заявил. Поэтому я пришел, руководитель Удмуртской группы Международного общества прав человека, записаться на прием по этим фактам. Чтобы прокурор от нас все услышал и принял правильное процессуальное решение. Что скажет в этой части представитель национального освободительного движения Фанель? Пусть он сам скажет. Я свое слово сказал. Прошу меня записать по общественной линии на прием прокурора Удмуртии. Я считаю, что надо человека принять, Нет, почему и вас тоже? да, принять, чтобы донести эту информацию до руководителей прокуратуры Удмуртии, потому что возможно, что это не ведают этой информацией. А тогда уже мы сможем тогда понять, в чем здесь